7 дней. В Казань сегодня едут не только за тем, чтобы изучать наш опыт в организации новых производств и промышленных площадок. Казань в этом году стала одним из самых посещаемых городов страны. Мы третьи в этом списке после Москвы и Санкт-Петербурга. И это уже вполне привычное для нас место. Внутренний туризм переживает сегодня ренессанс. Наверное, во многом также благодаря и растущим ценам на туризм внешний. Но не только в этом дело. Вот посмотрите, это рейтинг так называемых развивающихся направлений туризма, составленный крупнейшим сайтом о путешествиях TripAdvisor. В этом списке лучшие города, стремительнее всех набирающие популярность. В мире Казань уже 8-я. А в Европе, посмотрите-ка, уже 3-я. Позади нас Италия, Чехия, Франция, Германия. Кстати, тот же сайт TripAdvisor опубликовал также рейтинг самых популярных в России культурных объектов. Вот он. Казань снова в десятке. Наш Кремль на 7-м месте. Причем, заметьте, Красная площадь и Исаакиевский собор лишь на 8-м и 9-м местах. Но ведь не только Кремль привлекает туристов в столицу Татарстана. За последние годы количество достопримечательностей выросло в разы. Казань – это город, где каждый может найти что-то свое. Центров притяжения очень много. Вы слышали, например, о том, что у нас теперь есть свой океанариум? Он открылся на этой неделе, кстати. Нам, жителям Казани, редко все-таки выпадает возможность совершить туристическую прогулку по родному городу. Что изменилось в нем в этом году? И чем мы так привлекательны сегодня? Отправляемся в путешествие вместе с Сергеем Темляковым. Было на самом деле очень сложно найти это помещение, потому что специфика такая, что нам нужен простор. Вот. А идея вообще возникла где-то 2 года назад. Посетила меня мысль: Казань по праву считается столицей, третьей столицей нашей Родины, а океанариума в ней до сих пор нет. У нас есть крокодилы, как вы успели заметить. У нас приезжают на днях выдры, вараны, скаты пресноводные. Будет что посмотреть. Теперь у Казани есть свой океанариум. Он открылся в эту пятницу на улице Мазита Гафури. Его создатели, предприниматели из Волгограда, надеются, что подводное царство придется по душе как жителям города, так и туристам. К слову, цена совершенно нового проекта для столицы Татарстана – почти 300 миллионов рублей. Изюминкой Казанского океанариума являются пингвины Гумбольдта. В мире их осталось всего 12 тысяч особей. Пингвины Гумбольдта прибыли к нам из Чехии. Они прилетели к нам самолетом через Москву. Совершенно официальные, хорошие животные, здоровые абсолютно. Здесь у нас более 3000 видов рыб. Рыба, так скажем, собрана со всего мира практически, с каждого угла. Вода 27 градусов, там очень много добавлялось бактерий, биологии, чтобы именно она чувствовала себя комфортно. Вот. Декорации тоже. Мы декорации подбирали именно под аквариумы. То, что океанариум войдет в программу самых популярных туристических экскурсий, лично у нас сомнений нет. Нет сомнений в том, что туристов в Казани станет больше. Столица Татарстана сейчас занимает 3-е место среди развивающихся туристических направлений в Европе. Эксперты склонны утверждать, что из-за известных проблем, которые испытала туристическая отрасль страны в этом году, россияне будут теперь больше склоняться именно к внутреннему туризму. А гости из-за рубежа будут предпочитать нашу страну из-за того, что стало дешевле. Этот год, конечно, для туристического рынка были масса потрясений. Первый, безусловно, это банкротство крупнейших туроператоров. Второй, безусловный фактор – роста курса национальной валюты. Если говорить о выездном туризме, то в годовом исчислении потери, я думаю, составляет порядка, 50% минимум. Если говорить непосредственно о новогодних каникулах, то здесь потери, я думаю, составляет количество туристов, 70-90% отказались от поездок, запланированных за рубеж. В Татарстан и в Казань, например, на новогодние праздники в гостиницах уже порядка 90% мест уже заняты. Здесь обратный, так сказать, эффект. И этот год, я думаю, наверное, статистика покажет, что по итогам года рост будет превалировать минимум 15%.
по сравнению с прошлым годом. Ну и, безусловно, следующий год мы ожидаем тоже колоссальный рост. Портрет нынешнего туриста мы решили составить вместе с председателем комитета по туризму Сергеем Ивановым. Итак, смотрите. 80% тех, кто приезжает в Казань, это жители России. 20% это гости из Китая, Кореи, Турции, Германии, Великобритании, Италии и Испании. В комитете используют такой показатель, как количество ночевок. Почему? Он характеризует, сколько денежных средств попадает в регион. За 9 месяцев этого года уже зафиксировано 3,5 миллиона ночевок. К 2025 году стоит задача увеличить эту цифру до 10 миллионов ночевок. Помочь привлечь больше туристов должны ряд новых объектов, которые открылись в этом году. Такие, как, например, музей Чак-Чака, в этом году открылся. Очень активно развивается Дом занимательной науки и техники. Открылся планетарий. Кроме этого, в Свияжском музее полностью запущена новая экспозиция с использованием интерактивных технологий. Мы с вами начинаем обкатывать лыжную трассу, получается, новую в парке Горького. Действительно ли создана инфраструктура и как для казанцев, так и для туристов? Знаете, после реконструкции парка имени Горького, конечно, сейчас созданы все условия для занятий. Стадион «Трудовые резервы» обладает возможностью, значит, снабжать порядка на данный момент 150 парами лыж горожан. В ближайшее время еще 100 пар лыж мы будем докупать. Трассу сделали, она идет по кромке парка Горького, по кромке, по оврагам. То есть это очень качественно были укреплены стены, сделаны, значит, бетонные дорожки с освещением. И интересно очень она построена, потому что там нету ветра. Едем дальше, в Кремль. Помимо спортивных объектов, Казань прирастает и новыми культурными проектами. На этой неделе у входа на Спасской башне можно было увидеть картины из Третьяковской галереи. Работы великих русских художников, начиная от Ивана Шишкина, заканчивая Исааком Левитаном. Этот проект, он, скорее всего, стартовый. Его следует расценивать как стартовый для регионов России. Это демонстрация новых форм, новых возможностей, трансляции обществу, публикации музейных коллекций. Это музей самовара. Откроет его в Казани под Новый год. Здесь насчитывается более сотни экспонатов. Придя на экскурсию, вы сможете узнать, действительно ли огненный казан из Китая был прародителем русского самовара, или посмотреть на самовар-кухню, где готовили первое, второе и компот. Основным экспонатом нашего музея, конечно, является вот этот самовар. Мы с москвичами долго спорили на форуме. Москвичи сказали, что в Татарстане не выпускали самовары. Это наш, получается. Это наш татарстанский самовар купцов Володиных. Мы москвичам предоставили выписку из каталога Казанской научно-промышленной выставки 1890 года, где написано, что один из братьев Володиных, Телек Кукмар, выпускал кумганы, прочие, тазики и 3 вида самоваров. И в заключении о планах на следующий год. На сегодняшний момент наша задача запустить объекты сельского туризма. То есть они сейчас есть уже, их пока не очень много, но тем не менее интерес к такому виду туризма достаточно большой. Наша задача, чтобы заработало Шуранское подворье. Это в Ладижском районе, великолепный объект. И в этом году там проводились работы. И я надеюсь, что в следующем году он уже станет принимать туристов. Там катание на лошадях, там прогулки по, скажем так, пешеходным тропам, там экологически чистые продукты питания, то есть производящиеся прямо в этом же месте. И возможность провести там несколько дней на берегу реки Камы. Обкатываем новые программы, но в данном случае это не массовые. Да? Безусловно, есть программы, которые индивидуальные, программы, специфичные запросы, так называемые, да, там, подледная рыбалка. Да? Ну и есть разные вещи, которые тоже есть. Там русская баня, да, то есть как бы здесь такие традиции, русская водка и русская икра. Все это в совокупности дает определенный эффект и на самом деле положительный эффект. Сергей Темляков, Роман Безменов, 7 дней. Конечно, никакому туристу, прибывающему в Казань на пару-тройку дней, никогда не увидеть всех наших достопримечательностей. И тем более никогда не познакомиться со всеми нашими удивительными, талантливыми людьми. А ведь это и есть наше основное богатство. Мы в нашей рубрике «Личное дело» в меру своих скромных сил знакомим вас